Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. К чему ведут вас высшие силы? К чему высшие силы вас подведут? Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно. Особенно венцы так красиво показали. Ну да ладно, давайте пойдем по порядку. Смотрите, в самом корне рисунка у нас показан выбор. Да? Вы стоите посерединке. Один человек вас за одну ручку тянет вправо, а другой на вас не смотрит, но за другую руку, за левую руку тянет влево. И тянет, смотрите, куда? Там, где вот такие острые места, как проблемы. Да? То есть получается выбор либо в общении, в дружбе, в отношениях, да? Либо выбор в личном. То есть два человека. Один вас тянет вправо в лодку, хочет посадить, как новую жизнь подарить, а другой тянет вас как в прошлое. Да? Этот, значит, будущее тянет, этот в прошлое. Там, где были проблемы, где были горы, где были какие-то острые, опасные моменты. Чего хотят высшие силы? Высшие силы хотят, чтобы вы сделали этот выбор. То есть, скорее всего, вы такой человек, вам всех жалко, вы всем хотите помочь. Либо люди, которые постоянно совершают ошибки, либо создают вам проблемы, вы всегда их умеете простить, да, найти оправдание и простить. Высшие силы хотят, чтобы вы делали правильный выбор, чтобы вы научились любить себя, уважать себя, ценить себя и выбирать себя. Да? Не кого-то выбирать, а выбирать именно себя. Вот. Вам даже, знаете, как возможность, получается, дают, да? Вот очевидно показывают, вот с этим человеком ты вернешься назад в прошлое, где было плохо и неприятно, а с этим человеком ты обретешь будущее, где будет все по-новому, где будет лучшая твоя жизнь проходить, протекать. И вот подведут вас к выбору и будут пытаться вести вас в будущее, потому что вот этот ангел над вашей головой, он все-таки летит вправо, понимаете, вправо к новому человеку. Да? Отпустите свое прошлое, не ждите свое прошлое, не возвращайте свое прошлое, идите в будущее. Будь то дружба, будь то служба, будь то любовь. Ну, вам прямо показано, да, начать новую жизнь и прожить свою лучшую жизнь именно с новым человеком, а не вот эти вот возвраты в прошлое, непонятно зачем, почему, зачем вам мучиться. Вы уже свое там в прошлом отмучились. Да? Вот оно того не стоит. Человек не изменился, человек не изменится, все повторится, это какой-то бесконечный круг. Вот вы должны это понять для себя. И выбирать не людей, в первую очередь, да, с кем я буду, а выбирать именно себя, свое счастье, свою жизнь. Понимаете, вот этому нужно научиться. И пока вы это не поймете, либо пока вы этот выбор не сделаете, все будет повторяться. Либо эта ситуация, когда вы в раздвоенном таком, да, вас тащат и вправо, и влево, она не закончится. Здесь высшие силы хотят, чтобы вы себя полюбили, начали уважать, делали выбор именно в сторону себя. Не в сторону каких-то людей, а именно себя. И еще, смотрите, вот здесь показан плохой человек, который вам как проходу не дает. Мешает, пристает, третирует, нападает, да, искушает, как будто бы жизнь вашу разрушает, да, вот у кого-то еще так отыграется. Вот это не прекращается, вражда это не прекращается. Они прекращаются, потому что высшие силы хотят, чтобы вы научились давать сдачу. В прямом смысле слова. Вы очень терпеливый человек, да? Вы, скорее всего, там, молитвами пытаетесь от этого человека избавиться, там, Боженька, избавь, защити. На самом деле надо дать сдачу. Именно
защитить себя, показать, что вы тоже с зубами, с кулаками, да, с ногтями, и что вы будете драться, что вы будете себя защищать. Вы поймите, что дать сдачу – это не зазорно, это не греховно. Наоборот, так вы станете гораздо сильнее. Вы в себя должны поверить. И обязательно должны себя защищать. Это прям вот самое то, чему хотят вас научить высшие силы, чего хотят от вас, чтобы вы стали сильнее. И все должно начаться именно на уровне сознания. То есть в сознании в своем вы должны понять, что я тоже могу дать сдачу, я тоже могу быть сильной, да, либо сильным. Смотрите, ваш враг, ну будем так называть враг, да, недоброжелатель, он ведь пользуется тем, что вы сдачу не даете. И вы для него как жертва, да, жертва, которая не сопротивляется. А высшие силы хотят, чтобы вы показали свою силу, чтобы вы, ну вот прям заявили о том, что вы будете драться, о том, что вы себя в обиду не дадите. И враг отстанет, либо вообще убежит. Как увидит, что вы способны дать сдачу, так и развернется и убежит. Потому что человек мне идет какой-то вот прям трусливый, либо человек, который самоутверждается за счет тех, кто хорошо воспитан, либо слаб. Вот, то есть как вы должны на место этого человека поставить. И пока вы этого не сделаете, эта ситуация будет продолжаться. Вы способны, вы можете, высшие силы это знают, и силы это видят в вас. Поэтому хватит прятаться и убегать. Пора встретиться с вашим врагом лицо к лицу и защитить себя, да, дать сдачу. Вот именно так должно произойти. Кстати, вот одного врага прогоните, и другие будут бояться, и уже к вам никогда не подойдут. Как сами себе, как защиту обеспечите. Вот мне идет так. Так, здесь у меня большая пчела. На пчеле еще какой-то человек сидит, погоняет. Скорее всего, работы касается. Вы умеете работать, вы знаете, как работать. Вы человек, который на совесть все делает. Да? Я уже не говорю там про уровень профессионализма, знаний, навыков, умений, талантов. Да? То есть вас показали пчелой, тружеником вас показали. Но вас кто-то прям погоняет. Либо вами пользуются, да? Даже на работе по найму вами могут пользоваться, вам могут не платить то, что положено, либо давать вам копейки, когда люди при вашем уровне знаний, при вашей квалификации зарабатывают там, не знаю, миллионы. Вот, вами как пользуются, помыкают. И также, мои хорошие, эта пчела может говорить о том, что вы способны на то, чтобы создать свой улей. Да? Свой улей. Не на кого-то работать, а работать на себя. И то, что вас сейчас вот так вот дергают, то, что на вас катают, скорее всего, попытка вам открыть глаза на то, что нужно что-то менять. Да? Так дальше не может продолжаться. Вы должны что-то менять. Кому-то прям прямая дорога в собственное дело, в собственный бизнес. Кому-то прямая дорога на новую работу, да, к новому работодателю. То есть искать, не смириться с той текущей ситуацией, которая сейчас возникла, а именно искать лучшее место вот для себя, на себя работать. Вы вообще такой вот бессеребренник мне идет. Человек-бессеребренник, да, человек, который очень тихий, скромный, спокойный и все воспринимает как данность. То есть, да, стоит посмотреть и в другие места. Ну, свет клином не сошелся на вашем работодателе, либо на той работе, которой вы сейчас занимаетесь. Вот, надо искать и нужно находить, да, нужно менять в своей жизни что-то. Вас к этому подводят и подводят уже очень мощно, я так понимаю, потому что, видите, как запряженная пчела, еще и кого-то на себе возить. Это прям очень тяжело. Тяжело и непросто. Вот здесь в центре у меня мужчина и женщина, которые, ну, между вами кольцо, да, между вами кольцо. Может быть, вы были в браке, либо брак сейчас трещит по швам, тоже может быть. Но высшие силы хотят, чтобы вы по-другому начали друг к другу относиться, либо чтобы вы наконец-таки осознали и приняли, что вы друг для друга созданы. Ну вот, скорее всего, вы развелись. Скорее всего, вы развелись. Ни мужчина не создал семью, не стал счастливым, ни женщина. То есть как каждый живет один, сам по себе. Может быть, пытались с другими людьми строить отношения, но ничего не получилось. Но потому что вы друг для друга созданы. И высшие силы не видят для вас другого партнера. И также для вашего, ну, бывшего, получается, тоже не видят другую партнершу. То есть высшие силы подводят вас к тому, что вы должны восстановить свои отношения, но уже на базе
уважения, взаимопонимания, бережливого отношения друг к другу, да, именно так хотят. Не знаю, что вас там развело, может быть, недопонимание, может быть, кто-то лез в ваши отношения, может быть, вы оба были там молодые, горячие. Ну, бывает такое, бывает, да, люди, любя, могут друг друга обижать, либо быть очень нервными, напряженными и прям непоправимое совершать. То есть высшие силы говорят, что вы должны восстановиться, и со временем, может быть, вы уже сейчас это понимаете, да, что вы друг другу вот идеально подходили, и вот так, как любите вы друг друга, никаких других людей вы полюбить не сможете, ни вы, ни ваш бывший. Да, все-таки должна семья восстановиться, потому что между вами кольцо показано, именно кольцо. Дальше, мои хорошие, к вам часто люди обращаются за помощью, за подсказками, за советами, за мудростью, может быть, за какими-то действиями. Вы действительно очень сильно отличаетесь от всех тех, кто рядом с вами в социуме находится. Даже в одной семье, даже там, на работе, в кругу знакомых. Вы вообще какая-то другая, либо другой, уникальный. Вы как будто бы изначально от рождения более как-то глубже мыслите, больше знаете, больше улавливаете, больше осознаете. Можно, знаете, сравнить с каким-то фильтром, да, который умеет отфильтровать нужную правильную информацию и который понимает, как этой информацией пользоваться. Да? Не просто вот я знаю, но я пользоваться этим не могу, а у вас как бы все вместе идет. Вот. Люди всегда обращались и обращаются и будут обращаться к вам за помощью. Возможно, это ваше призвание — помогать другим людям. Возможно, ваше призвание — быть учителем, наставником, гуру, коучем. Вот не думали ли вы об этом? Вы как прирожденный наставник, как прирожденный учитель. У вас все для этого есть. Вы хорошо относитесь к людям, вы обладаете мудростью, смекалкой, знанием. И к вам постоянно люди обращаются. Вот к другим не обращаются, а к вам обращаются. Возможно, вам следует этим заниматься. Вот не думали ли вы об этом? Здесь высшие силы хотят, чтобы вы учили людей, потому что, по мнению высших сил, вы очень просветленный человек, от рождения просветленный человек. Скорее всего, когда вы были ребенком, у вас всегда компания была более старших детей. Всегда было интереснее с более старшим поколением, чем со своими одногодками. Я не говорю про младших. Вот. Но вот мне идет, что это как призвание, и что вы должны просвещать людей. Высшие силы очень на это надеются. Смотрите, вот вы сидите как гуру, видите? А вот эти люди, они все в полусогнутом состоянии к вам идут, как с просьбами обращаются, да, к вам руки тянут, то есть помоги, подскажи. Вот здесь показан ангел над вами, вот он, видите, крылья, да, и он вам ручками глаза открывает. Мудрость, дает знания, дает информацию. Вообще так очень часто показывает людей, склонных также к эзотерике. Да? То есть ясновидцев, те, кто ясно знает, те, кто может предсказать, да, предвидеть будущее. Вот именно так показали. Знаете, вот с правой стороны, вы можете мне, конечно, не верить, но судя по этому фрагменту, все-таки так оно и будет. Вот как людей будете принимать. Вот мне идет именно так. Принимать людей, обучать людей, помогать людям. Да, в каком-то месте вы будете находиться, и, значит, туда будут к вам люди идти. А вы вот сидите, а они стоят и руки к вам тянут. Вы видите сами. В рисунке все показано. Так, и еще. К чему ведут вас высшие силы? К какому-то сильному человеку ведут вас высшие силы. Сильный, мощный человек, уверенно стоит на ногах. Человек, вот как ключ у этого человека есть. Этот человек вам ключ может передать. Видите, вот он, высокий человек, ноги очень большие, так четко стоит на ногах. И вы такая небольшая фигурка, ключ получаете. Вот он ключ, видите? В руки получаете. Может быть, вы не принимаете помощь, либо считаете, что спросить помощи — это зазорно. Может быть, вы такой скромный очень человек. И в этом плане действительно как обделенная вы мне идете, либо обделенный. То есть вы-то всем помогаете, но вам никто не помогает, либо вы не принимаете помощь, либо вы считаете, что это неприемлемо, да, просить о помощи. Тут вас подведут к человеку, который действительно и помочь сможет,
и не откажет, и никогда вам укором не выскажет, да, чтобы вы вот к нему подходили. Может быть, кстати, намек на то, что вам нужно обратиться, либо обращаться к властимущим людям. То есть люди, у которых есть должность, полномочия, представители, например, там, власти, закона. Да, вот туда обращайтесь, вот вас к этому ведут, чтобы ключ получить. Ключ может быть и в прямом смысле слова, да, ключ от дома, от квартиры. Ключ как информация и ключ как какое-то обеспечение. Вот. Хотят высшие силы, чтобы вам кто-то помог. Может быть, человеку тоже нужно плюс карму заработать. А если такому хорошему человеку, как вы, помочь, то там плюс прям очень жирный будет. Да? Либо там утроится этот плюс. Да, может быть, этот благородный человек, он думает, вот хочу кому-то помочь, хочу доброе дело сделать, а кому, вот не знаю. Да? Вот все люди разные, на них же не написано, кто хороший, кто нуждается, а кто нет. Вот вас подведут к этому человеку. Вот так сложатся обстоятельства. У вас там за спиной коса, но она небольшая, но коса. И вот придется вам обратиться. Вы не должны бояться, вы должны понимать, что это воля высших сил, да, чтобы вы к этому человеку обратились. Вы как друг другу помогаете. Человек вам окажет помощь, но при этом человек себе тоже какой-то бонус, плюс в карму заработает. Вот сильный человек должен вам помочь. В самом венце нам показан идущий человек. Видите, вот прям одна ножка, вот вторая ножка, у которого за спиной огромная корзина битком набита чем-то очень хорошим. Видите, вот она, большая корзина за спиной. Вы идете слева направо и идете вполне себе такой бодрой, веселой походкой. Хоть корзина тяжелая, но вы с легкостью ее несете. Эта корзина говорит о состоянии, которое вы должны себе либо заработать, либо создать, либо сохранить. То есть обычно корзинами показывают имущество, деньги. Имущество, кстати, движимое и недвижимое. Да? То есть это то, что вы вот созидательно создаете, да, созидаете. Вы работаете, приобретаете себе недвижимость. Вы работаете, вы там себе на счет деньги складываете. Да? Это то, чем вы будете пользоваться. И, кстати, будут пользоваться еще ваши дети, может быть, даже внуки. Заработать, обрести, сохранить, накопить. Вот целая корзина, очень тяжелая, очень большая, но вы несете с легкостью и улыбаетесь. То есть подведут, отведут и добьются того, чтобы вы себе заработали на хорошую жизнь, чтобы у вас все было. Высшие силы этого хотят, видят, что вы этого достойны. Видите, будет эта корзина, будете нести ее, вернее, знать, что у вас там припасено, накоплено, обретено, да, и будете чувствовать себя очень уверенно в жизни. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.